ардаклы галимовед, антрополог, этнограф Ринат Мухаммедович Юсуповка Тактаташ Масаба. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие гости, уважаемые родственники Рината Мухаммедовича. Сегодня мы собрались по волнительному случаю. Мы открываем мемориальную доску в память нашего известного ученого-антрополога, этнографа Рината Мухаммедовича Юсупова. Ринат Мухаммедович родился в далеком уже 1951 году, 12 ноября, в селе Исымгулово Зианчуринского района. В 1969 году он закончил первую школу Исымгуловскую среднюю и поступил на медицинский институт, Рашидский государственный медицинский институт, который с успехом закончил. Затем он пришел на работу в Институт истории языка и литературы, башкирская филиал Академии наук СССР в то время, и был направлен на обучение в аспирантуру Ленинградского отделения Института этнографии Академии наук СССР. Сегодня это всем известная Кунсткамера, где он успешно прошел обучение в аспирантуре и защитил под руководством известного антрополога Гохмана кандидатскую диссертацию. Вернувшись, всю жизнь он работал в Институте истории языка и литературы, прошел все ступени академической и с 1993 года руководил успешно отделом этнологии. Он сделал очень много, об этом коллеги наши еще скажут. Сейчас я хотел бы предоставить слово директору Института истории языка и литературы, профессору Рахматуллиной Зугурае Ягонуровне. Хурматлы коллегалар, кадрлы уважаемые коллеги, дорогие друзья. Имя Рината Мухаммедовича Юсупова, основоположника, основателя научной школы антропологии и краниологии в республике, широко известно за пределами и нашей республики, и нашей страны. Труды Рината Мухаммедовича известны в Америке, в Италии, в Хорватии и многих других странах. Ринат Мухаммедович был не только авторитетным ученым, талантливым исследователем, который большую часть своей жизни посвятил своим многочисленным экспедициям и созданию уникальной краниологической коллекции. Он прежде всего был человеком с большой буквы, красивым, добрым, светлым, с жизнерадостной улыбкой, с лучистыми глазами. Мы его помним таким, и, наверное, он и останется таким в памяти его коллег, друзей, родственников и всех тех, кто его знает. И сегодняшняя очень добрая церемония открытия мемориальной доски — это прежде всего дань уважения отечественной науке, республиканской науке, памяти своего подвижника. Это дань уважения республике, района, коллег, друзей, памяти Рината Мухаммедовича. Спасибо всем большое. Наши великие люди, ученые, они живут до тех пор, пока о них помнят те, кто остался жить и работать, продолжать его идеи. Рахмет. Надо отметить, что Ринат Мухаммедович, кроме научной деятельности, занимался и общественной деятельностью. Также он много работал по заданию государственных органов, ведомств, ходил в различные комиссии государственных органов. Ему поручались задания, и он участвовал активно в разработке государственных программ народа Башкортостана и других. Поэтому я хотел бы предоставить слово Рафкату Саматовичу Маргарину, заместителю главы администрации Кировского района, городского округа, города Уфы, где, в общем-то, мы находимся на территории Кировского района. Пожалуйста. Hurmatli Rashida Muhammadovna, hurmatli kollegalar, do'stlar, bugun biz birgalikda antropolog, etnolog Hurmat Muhammadovna Taqtatash asl tantanalarga yig'ilganligi bilan bugun Kirov rayonida bu yashani ham aytamiz endi Kirov rayoni xalqi ismidan, hokimiyat ismidan, o'quvchilar ismidan onun ismi, onun ijodi, xizmatlari bugun
районда оқыған балалар әлбетте үйренесектер, үйренелер. Әлеге күндә менә бүген якындагында монда Идәнгелесе Башкорт Кәрим исемендәге Башкорт гимназияһы, Идәнгелесе Башкорт балалар баксагы һәм башка мәктәпләр урнашкандар. Әлбәттә, бу такта таштасу балаларга, ата-әниләргә бу йортта менә бүген антропологтың Ринат Мөхәммәтуллы яшәү турында әйтеп торасак һәм әйтәм килә инде бүген мәктәпләрдә onun hijadı, onun hizmetleri, ilmi hizmetleri öğrenilsek, bu yıl halklardan gод культур наследия ilan etildi. Hem elbette bu yıldan әлеге программа tüdüle, saralar planı tüdüle. Hem elbette bu planga biz Ринат Мөхәммәтуллының hizmetlerini öğrenmede indirsek. Onun ismi Бүгін халықтың Киров районының шарттарында әңгіген тапланасы. Рахмет. Рахмет. Как было уже отмечено, Ринат Мухаммедович создал Башкирскую антропологическую школу, собрал уникальнейшую коллекцию по краниологии башкир, которая сегодня является источником для дальнейших антропологических, этногенетических, этнологических исследований. Среди его учеников известный сегодня антрополог Арсений Иванович Волода. Я хотел предоставить ему слово. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые гости, коллеги. Я очень рад, что память Рината Мухаммедовича получила такое овеществление в мемориальной доски, которую мы сегодня открываем. Очень рад обстоятельствам в этом, точнее в этой квартире гостеприимной. Прибывало множество коллег Рината Мухаммедовича, антропологов, этнологов из Москвы, Питера, прибыло в город, где он получил, собственно, антропологическое образование, будучи медиком. Вот. Коллекция прибавляется, его растет. Не скажу, что большими темпами. Археологические раскопки сейчас ведутся так интенсивно, как велись во времена Рината Мухаммедовича. Но исследование продолжается. Продолжается исследование его коллекции. Конечно же, большой коллекции, которая была раскопана, опять-таки, в период Рината Мухаммедовича. И он этому посвятил свою книгу, знаменитую монографию «Краниология Башкир». Я надеюсь, что его память — это не только, собственно, прославление его памяти, но и, в конце концов, чтение его книг. Вот. Надеюсь, что молодежь не будет забывать об этом и прочитает какие-то его монографии. Спасибо. Спасибо. Как уже отмечалось, предназначение ученого, наверное, не только в том, носить что-то новое, науку, заниматься фундаментальной, прикладной наукой, добывать новые знания, но и передавать свой опыт и знания новому поколению ученых, чем Ринат Мухаммедович тоже очень активно занимался. Можно сказать, что сегодня костяк нашего отдела, например, составляют его ученики. Он был прекрасным лектором, преподавал в нескольких наших высших учебных заведениях. Его лекции были очень интересные. И сегодня его ученики работают недолго у нас в институте. Сейчас я хочу предоставить слово Бахшиеву Ильшат Интизам Аглы, заведующему отдела археологии Института этнологических исследований имени Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, аспиранту Рината Мухаммедовича. Дорогие друзья, хоть я археолог, но так получилось, что путь в науку мне дал Ринат Мухаммедович. То есть я об этом уже неоднократно рассказывал. Потому что он был не просто прекрасным ученым, он был замечательным научным руководителем. Я ребятам часто рассказывал, что никогда не давил на них. Мы с ним спорили, то есть научный руководитель, который позволяет спорить с ним, это на самом деле очень классно. Я благодарен Институту истории, благодарен коллегам этнографам из института, потому что они не забывают в своем учителе, научном кураторе, отдела. И то, что вот сегодняшнее это мероприятие на самом деле говорит о том, что Ринат Мухаммедович на самом деле был достойным гражданином, достойным человеком.
И вот тот подарок, который я в свое время не смог ему, не успел привезти, который вот я должен был ему отдать, он у меня до сих пор хранится, как напоминание того, что пока есть люди, к которым ты должен приехать, надо этим временем пользоваться. Спасибо. Спасибо. Ринат Мухаммедович является представителем известной семьи, известные родители, известный брат, сестра. Сегодня присутствует родная сестра Ринат Мухаммедовича Рашида Мухаммедовна, заслуженный врач республики, известный, много сделавший для развития системы здравоохранения. Я хотел бы предоставить ей слово, чтобы она сказала несколько слов о Ринате Мухаммедовиче. Хайрлю күн, добрый день, уважаемая Загура Дигануровна, Равкат Саматович. Во-первых, разрешите мне поздравить вас всех присутствующих с такой знаменательной датой. Это действительно знаменательная дата, это дань уважения, почтения нашего старшего брата Рината Мухаммедовича. Ринат Арзаеват. И в то же время поблагодарить вас всех присутствующих за то, что продолжаете, прежде всего коллеги его, продолжаете его работу. Причем работа, которая признана, он мировой ученый. Он ученый не только нашей республики. Его признали и за рубежом во многих странах, как сказала Загура Дигануровна. Его основательные фундаментальные труды являются научной базой дальнейшего развития и обучения научных кругов. У каждого, конечно, есть свои личные воспоминания, а у нас, у родственников, тем более. У меня, мы с ним были погодки, воспоминания, связанные с раннего детства до последних дней его жизни. И действительно правильно было сказано, пока существует память, человек жив. Вот для нас он жив по сегодняшний день. И действительно для нас это была очень большая утрата, особенно для наших родителей. Наша мама, заслуженный учитель РСФСР, она основатель, я бы сказала, открытия башкирских классов в нашей школе села Исенгулова Зианчуринского района, которая тоже вложила большой труд именно в совершенствование башкирского языка в нашем районе. И она действительно для Рината была большим авторитетом. И в период своей работы он всегда советовался с нашей мамой. Это не только мама, она учителем была по жизни. И поэтому, конечно, я думаю, что в том, что Ринат сложился прежде всего как человек, причем очень добрый, отзывчивый, любознательный. Прежде всего, заслуга наших родителей. Действительно, район, где мы родились и выросли, это красивейший район. Он до конца чтил память о нашем районе. Вот эти его многочисленные экспедиции, которые совершались по всей России, по пути иногда он обязательно заезжал в наше родное село, встречался с родственниками и потом делился своими воспоминаниями. Более того, говорят же, человек, если талантлив, он талантлив во всем. Ринат был великим ученым, об этом вы уже говорили. Основателем действительно ценнейшей коллекции черепов, которая единственная, я бы сказала, в России. Это почти 1500 экземпляров. И он настолько переживал за сохранность коллекции, он как будто бы знал и говорил, если я умру, что будет с моей коллекцией. Это настолько больно отзывалось вот в нашем сердце, когда он говорил об этом. Неужели, я думала, человек самозабвенно так любит свою науку, что он никогда не думал о своем здоровье? Несмотря на то, что я, как будучи врач, постоянно говорила ему об этом, он всегда говорил, да что-то у меня полно работы. И на самом деле это привело к тому, это наука для всех людей, что надо всегда, прежде всего, думать о своем здоровье. Не прошли бесследно, видимо, эти многочисленные экспедиции. Он действительно
подорвал свое здоровье, у него и гипертоническая болезнь. Ушел он от инфаркта, причем ушел так быстро, что для нас это действительно было большим ударом. 59 лет человек покинул этот мир. Поэтому я считаю, что в дальнейшем он бы еще многое сделал. Более того, я случайно обнаружила его стихи в маленьком синем блокноте. Я издала эти стихи. И вы знаете, вот некоторые слова из этого сборника, они просто как бы вот пророческие. Там много было стихов, конечно, посвященные действительно вот настолько проникнуты глубокими чувствами любви к своей родине, к матери, к женщине, к друзьям. А вот это его стихотворение, которое называется «Свет», как будто бы он для себя, как будто для себя он это писал. И вот тут вот написано, называется оно «Свет», причем написано это было в 1987 году. Как мало дано человеку от зари до заката шагать. Ну а мне не хватило бы и веку, чтобы жизни листы пролистать. Как хотелось бы, чтобы потомки точно так же листая ее, хоть случайно, Бог с ним, пусть случайно вспомнили имя твое. Так горите огнем, а не гнилью дымите. Светите другим и себе, что толку, что жизнь свою прокоптите, ни разу не вспыхнув искрящим огнем. И вот в одном из стихотворений он пишет: «Мой Кубаир, родного рода гимн, моя тамга, родного рода знак. Я буду вечен. Я, наверное, конечно, умру». Вот как будто он все это предвидел. Не сегодня, не завтра, а может сейчас. Как хотел бы наглядеться вдосталь на прелесть земную. И вот действительно некоторые стихи без слез невозможно читать. Он начинал писать, оказывается, студенческие годы. И в дальнейшем тоже он это писал. Если кому необходим будет этот сборник, вы подойдите ко мне, я вам подарю. Я еще раз говорю, что я благодарна всем вам за ту память, которую храните о моем брате. Будьте здоровы, берегите себя. Я как врач призываю вас, берегите себя. Не забывайте о своем здоровье, о здоровье своих близких. И тем более на сегодняшний день это так актуально. Спасибо вам большое. Ахмад Мухаммедовна. Проводятся юсуповские чтения. Дело Рената Мухаммедовича продолжают его ученики. Я думаю, так и должно быть, так и будет. Мы надеемся, что в родном селе будет улица Юсупова, будет доска в школе, где он учился. И память всегда сохранится в наших сердцах. Почетное право открыть мемориальную доску предоставляется директору Института истории языка и литературы Зугуре Ираны Рахматуллиной, Рашиде Мухаммедовне Юсуповой, родной сестре, и Рахмат Самодовичу Маргалину. Пожалуйста, прошу вас пройти. Открыть мемориальную доску. Дорогие друзья, приглашаем вас возложить цветы. Так, подержать? Она вроде нормально. Стоит.
Слушай, я тебя со спины увидел, но у меня не было уверена. Мы мимо проезжали, хотел сказать, а Гуля, а дай мужья поедет. Просто такой женщины больше нет. Ну, ты же там работаешь, посадили. Уважаемые коллеги, друзья, приглашаю вас для коллективного фотографирования, пожалуйста. Всех пройти, всех. Уважаемые коллеги, всех проходите. Так, а вот как-то немножко вот этот край поближе сюда. Поближе, вот ваш край, да, вот сюда. Для меня. И немножко подвинуть сюда. А то мы как-то, понимаете, стали не всех видно. Еще ближе. Да. Чтоб все вошли. Так, а где соратники? Вы что сзади прячетесь? Так, и на меня. Ага. Так что вот так нормально. Нормально. Так. Нормально? Рашида, вот так хорошо. Пониже. Рашида, хорошо вот так? Хорошо, хорошо. Очень даже хорошо. О, привет. Там приближу сейчас снизу, вот этой подглянешь. Кабели. Попробуй стараюсь. Там привязано. Нормально, Закир. Хорошо. Вот особенно не привязано. Закир, ты же спустился, просто кабели повыше. Попробуй стояла. Где-нибудь пропустить так? Можешь пропустить, нет? Закир, нормально, хватит. Да, надо. Еще снизу, чтобы ровно стояло. Это же долго. О, нормально. Это же долго будет стоять. Ой, Марсель, рахматинный. Курба ерунай.